Здравствуйте! Тема сегодняшнего курса – недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации и свободой СМИ. С нами эксперт по выборам Бакыт Самаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Бакыт, расскажите, пожалуйста, как регулируется законодательством вопрос недопущения злоупотребления свободой СМИ и какие есть ограничения? Прежде всего хотелось бы сказать, что согласно международным стандартам в области регулирования деятельности средств массовой информации, любые ограничения, которые вводит государство, они должны быть предписаны законом, должны четко и ясно определять и выражать запреты, должны быть понятны для тех лиц, которым такие ограничения вводятся, и они должны соответствовать той цели, ради которых вводятся такие ограничения. Что касательно избирательного законодательства, то в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о выборах, при проведении выборов депутатов Жогорку Кеңеш запрещается злоупотребление, не допускается злоупотребление свободы средств массовой информации, запрещается пропаганда национальной, расовой, межрегиональной вражды, запрещаются призывы к захвату власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя, также пропаганда социального, гендерного или какого-либо иного превосходства. Средства массовой информации, интернет-издания, а также иные лица, участвующие в избирательном процессе, не должны допускать публикации, которые порочат честь и достоинство участвующих в выборах кандидатов, деловую репутацию политических партий. В случае же, когда такие публикации допускаются, средства массовой информации или интернет-издания должны предоставить кандидату возможность дать разъяснение на данную публикацию, либо предоставить возможность дать опровержение на данную публикацию, либо информацию, которая была выпущена в данном средстве массовой информации. Можно уточнить, а каким образом должны сделать опровержение или разъяснение? Опровержение или разъяснение на публикацию, в результате которой был допущен ущерб чести и достоинству кандидата либо деловой репутации политической партии, должно осуществляться в тех же объемах, в которых была распространена данная информация, данная публикация. То есть, если публикация в том же объеме эфирного времени, если эта публикация была размещена в печатном издании, то в том же объеме печатной площади, если это интернет-издание, то в том же объеме электронной площади. Опровержение или разъяснение должно быть опубликовано в следующем выпуске, печатного издания, когда это опровержение или разъяснение поступило. Что касательно интернет-издания, то в тот же день, когда это разъяснение или опровержение поступает. А при нарушении этого закона или этих ограничений, какие меры наказания будут применены? Во-первых, если средство массовой информации или интернет-издание допустило нарушение избирательного законодательства, Центральная избирательная комиссия вправе отменить аккредитацию. При этом решение об отмене аккредитации средства массовой информации или интернет-издания должно основываться на законе, и в решении должны быть указаны четкие ссылки на соответствующее законодательство. Что касательно общего порядка защиты чести и достоинства, политические партии и кандидаты также вправе обратиться в суд с требованием защиты своей чести и достоинства, деловой репутации политической партии. Также они вправе требовать, чтобы суд обязал данное средство массовой информации либо интернет-издание опубликовать опровержение. Кроме этого, потребовать возмещения убытков, связанных с нанесением морального ущерба. Спасибо огромное за ваше время. Благодарим. Это был эксперт по выборам Бакыт Самаков.